Город Уфа, улица Айская. Сюда с очередной рабочей поездкой отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Цель поездки – узнать, как реализуется программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики». Я здесь моя трудовая деятельность вообще началась здесь. Слесарем начал работать здесь в Кирово, 40-е живы. Это вот Марамасяс работал, Мардамет, Сахеевич здесь. Ну, Рафиш, давайте тогда подойдем к стенду. Да, я вот старший по дому, Да. на фамилию Николаевич, Александр Николаевич. Вот мы, да, с жильцами по совету решили, чтобы наш двор облагородить. Ну, как сказать, чтобы дом, видите, большой. Сколько подъездов? 12 подъездов, 384 квартиры. А дышать невозможно, площадок мало, дышать невозможно, потому что проезды маленькие. Согласно проекту, дороги у нас расширятся. Расширится, появятся две детские площадки нового образца с прорезиненными покрытиями и хоккейная коробка. И получается так, что как у нас раньше было, человек приезжает с работы, проехать не может, машину поставить не может, злой, парковочных мест нету. Папа, можно погулять? Куда погулять? Света нету, площадок нету. А сейчас, я не знаю, жильцы обеими руками за. Я приехал с работы, машину поставил. Папа, погулять, да ради бога, иди. Свет, пожалуйста, камеры, площадки безопасные, огороженные. А сколько парковочных площадок вы делаете? А вы знаете, парковочных площадок, согласно... А сейчас сколько есть? Рафаэль, можно? Александр Николаевич, извините, пожалуйста. Вот наша программа, которая в этом году будет реализована, в 2019 году, площадь, которая составляет на сегодняшний день, существующая площадь 3290. После планированного капитального ремонта она уже у нас будет составлять 4800, то есть на 1600 квадратных метров она увеличится. На 105 парковочных карманов для машин уже она будет увеличена. То есть на 3 метра от проезжей части мы будем уходить именно на сторону газона. А когда начнете работу? Вы сейчас в какой стадии? Сейчас они план-график. План-график и уже этот самый ставить будем сейчас на торги, на закупочные процедуры и так далее. Я еще хотел спросить, а вот деревья-то у вас есть во дворах? Нет, сажать не будете? Вот мы весной акцию будем делать. Предусмотрено, Рафаэль, да. Смотрите тогда, чтобы посадки были люди. Да. Значит, я говорил, мы сейчас занимаемся, чтобы жители тоже знали. Мы в мае будем делать акцию и осенью будем делать акцию. 2 посадки будем. Город у нас уже не зеленый. Надо во дворах сажать начинать. Я единственное, Ильфат Мансурович, я еще что прошу. Вот здесь акция, по всей республике мы проведем акцию посадка леса. Вот здесь вы должны уже четко понимать, в каком месте, какой вид деревьев, как будете сажать. Людей привлекайте к этому. Детям нашим городским иногда просто в радость. Они же городские, хоть там придут детишки, по земле поковыряются. Там чай поставьте. Это мы сделаем праздник, ладно? А состояние подъездов какое у вас? Ужасное. А вы попали в программу, нет? Рафаэль, в Будне, когда я работал, мы в 2015 и 2016 году разделили дом на 2 этапа. Так как 12 подъездов длинный, первый этап мы 6 подъездов отремонтировали в 2015 году, и второй этап в 2016 году еще 6 подъездов. Ну вот они говорят ужасно. Плесень прямо в домах, прямо в квартирах. Вот внутри подъезда, да. Мне на контроле, что ли, это поставить? Нет. Ну, решите вопрос, раз люди говорят, они, наверное, знают, что говорят. Надо чаще встречаться, вот, чтобы руководители ваши городские с вами встречались. Мы такую работу наладим, регулярно будете встречаться. Вот эти все вопросы. За раз ничего не решается, но потихонечку решим. А у меня такой простой вопрос, и с одной стороны улыбнуться хочется. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. 3 дня. Столько техники было, столько труда было. Честно говоря, я не поняла. Я живу вот в этом доме, я не поняла. Думаю, что же происходит здесь, а? Я понял. Пожалуйста, приезжайте к нам регулярно. Вот у меня это. Я вам честно скажу, вот хотите, я вот сейчас еду в машине, да, своим ребятам. Со всех сторон всем помощникам говорю. Я когда увидел вот это все, телевидение, тут пол администрации, я говорю, все, мужики, будем ездить инкогнито. Хотим сказать спасибо, что вы нашли время, Да нет, и приехали, выслушали нас. Видите, я вам, благодаря мне, вам за 3 дня все почистили. Ждем вас в августе, инкогнито или как?
Мы же пришли вот осенью, да, считайте, уже зима начиналась, поэтому вот что могли, мы сделали. Я вот оценку главе города даю, на 4, я считаю, с зимой мы боролись, потому что при тех условиях, когда полная убитая техника, полное ее отсутствие, полное отсутствие механизаторов нормальных, водителей, операторов, мы буквально за 2 месяца это сделали. Мы сейчас вот извлекли уроки из этого. Спасибо за ваше терпение, на самом деле. Проклятие мы в наш адрес слышали за снег, но такое бывает. А к следующей зиме мы более подготовленно еще войдем и сделаем. Я всех жилищников хочу поблагодарить. Вы просто, правда, не знаете, я сам ночами ездил, и ночами мужики работают, и это делают. Мы выжили, что могли. А сейчас вот глава слышит, мы начинаем другую борьбу. Я уже сказал, город пыльный. Вот мы начнем борьбу с пылью, грязью. Вот такая история. Что за программа, с которой мы стартуем Мы же сейчас? говорили, вот это программа ремонта общественных дворов, комфортное благоустройство территорий. Вот эта вся территория должна быть единым комплексом, где люди найдут себе все что угодно. Пожилые места посидеть, дети поиграть, влюбленные посидеть на скамеечке. Вот эта вся программа, вот эту всю территорию довольно большую. Да, и очень важно, видите, как машины припаркованы. Машины стоят практически перед окнами. Радий Федорович, принцип программы в том, чтобы жителям согласовывали. Обязательно, да, чтобы жители сами говорили, что им нужно. Это главное. Здесь вот вдор огромный, в частности. Да. Учитываются интересы всех жителей, старших и младших, и детей. Знаете, учитывать интересы всех, по крайней мере, такой разумный баланс найти между обычно пожилые. Вот сейчас начнут, когда увеличат дорогу, пожилые скажут, не надо, нам газон. И они правы в некотором смысле. Но вот так вот тоже не дело. Понимаете? Радий Хабиров в рамках рабочей поездки по Уфе отправился на улицу Степана Халтурина. Здесь в полном разгаре ямочный ремонт. А вот то, что там влага немножко, она нормально выдавливает? Она, технологии получается вот она за счет закипания, выпаривает, она выпаривает. Выпаривает. Да. И за счет выкипания влага удаляется. А вот этот квадрат вырезаете через прогревание или не прогревание? Просто сразу вырезаете? Кромки, то есть тут автомобиль уезжает за... Тимур, это не термопрофилирование, это просто вырезали? Нет. Это обычный классический ямочный ремонт, который до настоящего времени использовался в Башкирии. Значит, мы вчера тестово просмотрели термопрофилирование, 5 автомобилей уже заготовили от 15 мая. Так. До 15 мая, с 15 мая начнем уже в соответствии с термопрофилированием, то есть прогреванием, снятием, без швов, соответственно, делать ремонт на дорогах регионального межмуниципального значения, последовательно на следующем уровне уже на муниципальном уровне. Да, как это... долго она остывает? Довольно долго. До полного остывания, но как минимум 2 часа. 2 часа. Но вы все это закрываете, чтобы... В зависимости от температуры окружающего воздуха. Радий Фаридович, значит, мобильное приложение мы сделали. Как вы ставили поручение, значит, оно сейчас работает в тестовом режиме. Вот это сфотографируйте, покажите, как она работает. Безусловно. Значит, вот есть уже иконка в App Store и в мобильном приложении для Samsung. Мы выбираем это во дворе или на дороге после соответствующей регистрации. Здесь же делаем фотографии, пока в тестовом режиме, поэтому вот так медленно работает. Это те заявки, которые уже пользователь сделал, и он может отслеживать эту работу. Это появилось, нет? Да, это, соответственно, яма появляется уже в муниципалитете, сразу в городе Уфе. Где вот она? Городской. У нас уже это работает. Давайте вы покажите сейчас. Вот у вас работает. У нас работает. Покажите мне, как вот эта вот история работает. Сфотографируйте и покажите. Так, вот, допустим, нажимаем кнопку «Новая яма». Так, местоположение. Она сразу геолокацию не дает сразу автоматически? Это запланировано, то есть добавим. То есть человек должен описывать? Двойной контроль. Она сама определяет локацию, показывает на карте. Если же человек видит, что не там, он определил его телефон, он внизу в описании имеет возможность написать, уточнить точный адрес, где находится эта яма. Действительно, работающая система в Уфе. В прошлом году 3000 ям было оцифровано вот по этой сети. Но, как вы поставили задачу, с этого года, с 1 апреля, мы для общего доступа для людей мобильное приложение разработали в целом по республике. В прошлом году где-то 7000 ям было оцифровано. В этом году ожидаем, что, учитывая популярность мобильного приложения, более 10 тысяч ям мы оцифруем как таковых. Далее по республике. По Уфе, конечно, тоже будет цифровано.
Сколько должно быть ям? Ну, я думаю, несколько десятков тысяч. А я думаю, 1200. А вы 10 тысяч. Мы готовы к 10 и 20 и 200 тысячам ям. Мы готовы будем в полном объеме выполнить по ним мероприятия, те, которые требуются. И дальше по регламенту день дается на особо опасные ямы и 3 дня дается на устранение тех ям, по которым есть замечания. Ну так работает у вас, нет? Да, вот она добавилась. Здесь вот заявка 211, Так, дальше. фото ямы. Вот, фото Так, ямы. дальше. И что дальше? Потом дальше. Там покажешь. на мониторах мы хотели показать, как вся система работает. Оцифровано, сфотографировано, поступило или заказчику на региональной или муниципальной дороге. Заказчик далее направляет. Хорошо, давайте мы туда пойдем. Вы там мне покажете всю схему и там протестируете, включите, вот покажите. Сейчас у вас не получилось. Ни у вас не получилось. Значит, эта система не работает. Там покажете мне тогда. Хорошо. Ради Фаридович, приступаем к ремонту дорог. Да, ямочному ремонту называется это. Ямочный ремонт, потому что это у нас сложные климатические условия, сильные перепады температур, поэтому и, конечно, мы имеем место с некачественным проведением дорожных работ, некачественным асфальтом, поэтому он довольно сильно разрушается. То есть мы должны сейчас сделать две проблемы решить. Первая проблема – навести порядок в производстве асфальта и производстве дорожных работ. Мы над этим работаем. Сейчас целый ряд мероприятий, тут в том числе и антикоррупционных. Это первая история. Даже так. А вторая история – это научиться латать ямы быстро и эффективно, и очень оперативно. Понимаете? Вот этот короткий промежуток времени, с того момента, как снег сходит, и люди начинают активно ездить, вот это очень короткий, это где-то 3-4 недели. И за эти 3-4 недели нам нужно тотально ликвидировать ямы. Поэтому здесь очень важны сервисы, удобные сервисы. Пока их нет. Спасибо. Вот это на экране выведено интерактивное. Ну, расскажи, это вот Вячеслав Юрьевич, непосредственно ответственный от администрации, который оператор интерактивной карты. На данный момент в работу поступило 2 заявки, вот они отмечены вот здесь, вновь поступившие. Дальше поступило, дальше что происходит? Ваши действия? Мои действия следующие. Я открываю карточку поступления заявки и перевожу ее статус. Из статуса требуется ремонт, статус заявка принята. Дальше. Потом по вновь поступившим заявкам направляется группа ямочного ремонта, асфальтно-ремонтных работ. Диспетчерская, прошу передать в работу заявка номер 210. А это вы вот так передаете, да? Заявка номер 211. А нельзя это сделать, нажал на кнопку, улетело и все, а вот это все. Да, я просто не докончил до конца. Параллельно диспетчерская сообщает дислокацию заявки, и существует специальная группа WhatsApp, в которую включено все руководство, а также исполняющие работники на местах. В эту группу я сейчас присылаю фотографию карточки с геолокационной точкой на местности, а также фото самой ямы. После того, как работы выполнены, я получаю опять же в группу WhatsApp информацию о проделанной работе. В данном случае это заасфальтированные ямы. В данный момент ее в закрытом виде вы ее можете наблюдать вот здесь. Вот она становится зеленого цвета. А вот какие сроки устанавливаются, чтобы вот вы с момента принятия, какой вы устанавливаете регламентный срок ликвидации этой ямы? Заявка направляется сразу после принятия в работу в диспетчерскую службу. Регламентный срок проведения работ в течение 3 дней. Работы проводятся либо по мере очередности, либо по мере скопления. Вот в данном случае мы здесь видим несколько ям в одном месте. То есть целесообразно отработать в первую очередь те, которые находятся в непосредственном удалении друг от друга вблизи. А как это, кто это вот определяет особо опасно? Определяет рабочая группа, которая по получению заявки выезжает на место. Соответственно, специалисты могут определить и по техническим параметрам, какая глубина, ширина и какой опасность представляет для пешехода и для движения. А вот это вот то, что вы сейчас мне рассказываете, это работает на Уфу или на районы? Это работает на Уфу. Но мы получаем заявки от ближайших районов, которые мы направляем в соседние муниципальные районы, но, соответственно, мы по ним, конечно, работу не видим. Но учет и к нам обращения идут. И возврат им? И возврат им идет. Ближайшие тоже, потому что ресурс уфимский, именно территориально уфимский, муниципальный наш.
Третий год мы по нему работаем. Работу неделю назад начали, на сегодняшний день 105 уже отработали. 105 заявок закрыт. Так да. Ну, мне эта система не нравится, в случае. Вот этот колхоз, извините, да, значит, он принимает, потом, значит, Маня там туда вот это дать команду, значит, какая-то группа в WhatsApp, это все неправильно. Это должна быть единая, интегрированная, абсолютно закольцованная система, где сидит один оператор или там несколько операторов, которые только нажимают на кнопки. И все уходит, соответственно, с указаниями, вот без всяких там подключений. Это, во-первых, и, значит, человеческий ресурс вы отвлекаете на это, и удорожаете эти работы. Это не закольцованная схема. И сколько вот получается, вот вы говорите, карта ваша работа, вы Ну, я разработчик. Вы разработчик. Хорошо, давайте, я, может быть, критикую, но не обижайтесь. Значит, я просто хочу для вас сделать эффективную схему. Вы лучше сделайте один раз. Понятно, мы должны были, наверное, это зимой делать. Ну, значит, что мне важно? Вот почему, мне кажется, эта карта ваша несовершенна? По двум вещам. Для миллионного города количество ям, которые вы должны делать ежедневно, вот в эти весенние дни, должно начинаться от 500 ям. Понимаете? Если вы мне говорите, что у вас есть порядок, то тогда давайте садимся в машину и поехали в Черниковку, да? Так, Ильфат Масович? Или у вас Нет, вопросы есть. Зачем? Вопросы есть. Значит, мы ясно признаем сегодня, что проблема с ямами есть. Это первое. Второе. Их надо решать. И причем надо решать очень быстро. Потому что я не буду ждать, и вы не будете, жители не будут ждать, что вы там к сентябрю это сделаете. За это время они нас проклятиями, значит, осыпят. И будут правы. Значит, это должно быть. Третье. Вы не в состоянии сами увидеть ямы. И нам, жители, здесь помощники. Понимаете? Нам надо общественную инициативу поднять. Но чтобы поднять общественную инициативу, вот это вот, как вы 5 минут тыкали, и у вас не получалось, значит, она не работает. Это должна быть очень удобная для людей, соответственно, карта. Поэтому вот я хотел еще спросить, у вас идентификация есть заявителя или нет? Обязательно. Пользователь регистрируется, то есть у него есть личный кабинет. То есть он должен еще в личный кабинет зайти. Ну да, он должен. А нельзя просто сделать, вот просто объясните мне, вот я иду, да, вот я Вася Иванов, да, мне вот это я вышел из подъезда, я сфотографировал, у меня очень удобно, там из 3 движений. Я сфотографировал, значит, и отправил сразу туда. Может быть, даже первое время без идентификации. Создайте удобный сервис. Это сложно, нет? Нет, вот 3 движения. И войти в сайт, первое движение, правильно? На сайт это. Первое движение. У него вот здесь вот, как окошко должно быть у него открыто, правильно? Да. Он тут же нашел, зашел, сфотографировал и отправил. И все. Геолокацию, да. Геолокация для этого работает. У нас все-таки, мы же живем в едином пространстве, да, информационном. Сделали и ушло. 3 действия. 4-е действие, он может сказать, когда ему придет ответ, ну это, кстати, не обязательно, то может когда-то вы ему спасибо скажете, он еще раз примет это. Вот 3 действия, это сложно сделать? Анатольевич, весь этот алгоритм заложен в новой программе. Мне ваша программа изначально не нравится. Почему? Потому что вы делаете на андроиде. А у кого iPhone, что будем делать? Она и для iPhone, и для андроида. Единственное, что Android App Store берет 30 дней на поверку программного приложения. И вот сейчас они этим занимаются. Где-то, наверное, вот через 2 недели они дадут нам разрешение. Я вам когда сказал сделать срок? Когда поставил? 1 апреля вы поставили 1 срок. апреля я жду решения. Значит, и мне не интересно там эти ваши 30 дней. Понятно? Я сейчас вас не буду все переворачивать, всю историю. Я согласен с тем, что эта карта уже есть, она в прошлом году работала, позапрошлом году работала. Я видел много карт, да. Я не соглашусь. Я согласен, что она есть, но да. она не рабочая. Ну, потому что, подчеркиваю, да. докладывайте мне, сколько вы сделали ям за неделю. Если сейчас за неделю вы мне покажете где-то 1000 ям, я скажу, работает. Сейчас Ну что ж тогда? 100 сделали хоть, нет? Вот по статистике. Вон в Советском районе 12 ям. Ну, Всего по городскому это ни о чем. округу РФ 65. Это, 65, ну и что? Это не, Ильфат Масович, вы руководитель миллионным городом, понимаете? В городе живет более миллиона, даже миллион, сколько у нас сейчас живет? 162 тысячи. Миллион 162. Это один из крупных городов Российской Федерации. И вы говорите 62 ямы. Ну поехали, вот прям сели в машину. Я сейчас поеду только вот по дворам, я найду вам сразу 200 ям. Эта карта не работает. Либо вы ее модернизируете, значит, и заставляете работать, либо я ждать уже не могу. Либо тогда, значит, Салат Сахильевич собирает, вот мы сегодня совещание приведем МБУ, и пусть их, соответственно, люди ездят, сами фиксируют, палочки ставят и так далее. Я хочу масштабный выход на работу. Все это делаю для чего? Чтобы вы в очень короткий срок решили очень много ям. Понимаете? Вот эта ваша история рассчитана где-то на год. А зачем мне год?
Люди сейчас выезжать начнут, по садам начнут ездить, значит, колеса оставлять будут, пробивать будут, значит, ДТП тяжелые будут совершаться из-за ям, кстати. Вы сейчас хотите мне по республике рассказать? Рафич, хотели показать само мобильное приложение, оно к 1 апреля будет подготовлено, как вы поставили задачу, даже придумали название «Дорожный мастер», и под эту программу планировали в перспективе и все городские образования и районы подтянуть. 1 апреля она будет уже общедоступна для населения, алгоритм будет более упрощенным и более автоматизированным с точки зрения... Когда это покажете? В понедельник доклад на оперативном совещании. Хорошо, тогда вы в понедельник прям мне покажете. Вот вы, понимаете, вот вы меня моложе, да? Понимаете, сейчас мир настолько современен. Вашими помощниками будут люди, которые более активны. Понимаете, бабушка не будет ходить фотографировать, а молодой человек или молодая женщина будет ходить фотографировать. То есть вы название даже придумали. Как вы назвали? Дорожный яма. Ну слушайте, дайте название какое-нибудь, смерть дорогам там, или, я не знаю, ну что-то такое, чтобы человек сразу понимал, что это делать. Вот начиная с названия, вот я почему говорю, вы молодые все люди, креативнее это делаете. Но есть же шансы исправить у гостранства ситуацию, которая сложилась. Ну, а у них другого варианта. Ты значит, увольнять буду и все. Здравствуйте. Тоже вас, да? Да. Давно работаете? 5 лет уже, 6-й. Ну, нормально? Нормально. По зарплате, конечно, не очень хотелось бы лучшего. Да. Ну, мы сейчас говорили, я город поддержу. Потому что работаем на такой спецтехнике и сутками, и ночью, и днем, как говорится. Да. Хотелось бы, чтобы зарплату все-таки подняли. Ну, мы обсудим. Давайте обсудим, потому что они определяют чистоту города вашего. Да. Спасибо большое. Рафич, еще очень коротко. Не совсем привыкли жители республики, что главе региона есть дело до всего, и даже до ям, и до всяких таких, вот, казалось бы, мелочей. Это не мелочи, это то, что определяет комфорт жизни горожан наших, жителей. Это очень важно. Так, и будем дальше дотошно? Обязательно, да. Обязательно. Еще хуже будет. Что мы дальше едем